какого из исполнителей, исполнительниц или групп вы считаете сейчас на нашей эстраде самыми отстойными? Прям отстой. Прям отстой. Давайте... Карташов. Сейчас есть или вообще? Вот который сейчас есть. Вот прям Карташов, Так, отвечаю. хорошо, ты Карташов. Никита. Первое, что мне приходит в голову, Бутырка. Все, больше ничего не Бутырка? Запахло Группа Бутырка? Не, вообще. Ты сейчас вот на святое покусился. Очень опасно сейчас ты выступил. Перо под ребро, смотри. Я вообще не гарантирую, что сейчас при выходе из нашей студии тебя не будут ждать фанаты шансона, такие суровые пацаны. Ольга, Бузова, Нюша. Необоснованно. А я могу потом сказать. Потом еще... А может быть, ты просто, как это, женофоб? Может быть, Ничего себе, если бы... тебе женщины не нравятся, как Нет, артистки? Да нравится, просто я не согласен с тем, что они поют. И как? Я вот недавно, как рассказывала, послушала просто мега матершинный русский рэп. Но я это не слушаю, это не мое. Фейс. Это был Фейс. Ой, я хотела тоже. Но музыка у него прикольная. Фейс конченый прям, да, ужас, вообще кошмар. Когда я его услышала, я чуть не умерла. Отвечаю, это было худшее, что я слышала вообще в принципе за свою жизнь. Гуф скатился. Я недавно просто смотрела, как он выступал, пел про какую-то опять траву, как обычно. Я думаю, тебе лет-то сколько вообще в целом? Ну, сколько можно уже? Немножко отвлекись чуть-чуть. Вот это так навскидку. То есть пора о душе подумать уже, Ну, он это все про то, траву что- поет. Ну, пора подумать в целом просто. Я уже все поняла, у нас приблизительные вкусы. Кто еще что-то свежую, какую-то струю готов внести? Клава Кока. Марьяна Ро. Я не знаю, кто она, откуда она вылез. Из бэкстейджа. Я не знаю этих людей. Наташа такая, Повернулась, что я думаю. ты не знаешь Клаву Коку? Нет, я видела, как она выглядит. Выйди и войди как следует. Это 12 злобных зрителей на MTV. С виду милые, улыбающиеся, глаза горят, такие искренне счастливые. А если честно, люди так себе. Вы бы слышали, что они говорят артистам. Как за глаза, так и в глаза. Они не боятся ничего. И они здесь решают. 12 злобных зрителей на MTV! У нас обычно очень много рэпа на программах, но сегодня вам повезло. У вас сегодня специальный день попсы в 12 злобных зрителей. Я просто чувствую, это просто называется программа по заявкам. Так что, пожалуйста, готовьте пузырьки с ядом, подбирайте правильные слова для того, чтобы сейчас посмотреть и обсудить клипы. Но программа по заявкам, она потому, что эти артисты сами попросили нас показать их клипы 12 злобным зрителям. Ну ладно, давайте сразу зайдем с клипа, который собрал не детскую волну хайпа тут недавно, потому что, ладно, там 200-300, но 1500 комментов за каких-то несчастных 2 дня, это уже слишком. Это означает, что, кажется, создатели попали в точку. Но это не все. Это история, которая совершает новый виток, потому что однажды продюсер этого клипа был режиссером того клипа, на который это кавер-версия. Вот так я закрутила. Итак, Паулина Андреева и Баста. Посмотри в глаза, хочу сказать, забуду тебя. Я не буду рыдать. Иди уже. Камера, скользи уже, давай, скользи. Несколько минут. Я знаю, под утро часы бешено бегут. Смотри в глаза. Тёмка. А чё Баста лицо прячет? У него прыщ, что ли, на носу? Мне говорят, я не в себе, мне говорят, я на взводе. Но все, что я могу себе позволить, тебя игнорить по злому. Ведь по-другому снова будет разбор, и между нами снова будет ссора и расход. Посидели соседи от этих истерик, Потрясающий клип, очень стильный, отлично. Прекрасная модель, сыграна здорово, Баста король. Маша, подожди. Ты, поскольку у нас здесь единственный эксперт по макияжу. Отлично, очень красиво. Уши ее обожаю вообще. Люблю, целую, она богиня. Скажи, пожалуйста, а хайлайтер это норм вот в таком А количестве? почему нет? А кто сказал, что так нельзя? Я люблю это круто. прямо Баста просто смотрится. На ней у подписана на нее неё, идеальная мне кожа. Хочу сказать, я забуду тебя и не буду рыдать. Я хочу Это в бане снято? Да. Или в подвале Раймага? Это бывшие бани. Нет, место называется сквот. Сквот? Да, очень модный закрытый. Ты не был в сквоте, а зачем ты живешь в Москве? Дико же модное пафосное место сейчас. Хоть и ободранное как. Бывшие бани. Сейчас там просто всякие закрытые тусовки проводят.
Конечно. Ему феска идет, Израиль? кстати. Такой турецкий гамбит пошел. Да-да-да. Песня-то когда-то в 92-м стала целым гимном поколения. И Эльмира нам сейчас напомнит, как звучала мелодия в оригинале. Ты помнишь? Ты помнишь? Да. Останься со мною еще несколько минут. Ага. Слова я Не знаю, а я знаю, часы бешено бегут. Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. И больше не звони, и меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все, что ты подарил. И там вот это вот. И Женский гимн. И все девочки все такие, опа, а мальчики только давайте. Песня-то такой, действительно женский гимн, girl power Мне такой. 5 лет было. И вдруг Баста такой. Не, ну стильненько, не знаю. Мне тоже нравится. Девочка классическая поет. Да, снято. Что себе девочка? Ты знаешь, кто эта девочка? Ну, а она певица, вот я, честно, не знаком с Не, творчеством. ну мне кажется, тут всерьез Не воспринимать такие знаком с даже... творчеством, дайте договорить Вайнеру. Не знаком с творчеством Паулины, если честно, каюсь, если кого Как обидел, певица но... или как актриса? Как человека. Я, честно, вообще не в курсе. Но мне кажется, слишком много автотюна. Да. И немножко вот это «посмотри в глаза», монотонность. Нет, наоборот, это Что специально. наоборот? Ты хочешь сказать, что там нет Монотонность — это автотюна? такая стилистика, потом. Ой, ладно, я тебе такую реально тоже песня. стилистику могу сделать автотюном, Монотонность когда как я раз не умею петь. тут дело не понимаешь? во... Не, ребят, мне вообще показалось, что девочка в Голос не принципе очень. петь не умеет, потому что там столько компрессии стоит на Нет, вокале. петь она умеет. Она Она круто умеет поет. петь, Она- просто зачем ты это настолько Тогда это не отрицала? самое. Специально так стилизовали, чтобы не было никакого вопроса о том, что это нужно спеть как-то голосово. Это очень стильно. Просто это ламповый трек сделали с ламповым таким вокалом. Где лампа? Мне нравится, что этой песне дали вторую жизнь. Отстой, первый... А в плане то, что переборщили с автотюном, как бы это да. Я даже не хочу их прерывать. Мне даже все равно, что по телевизионным канонам они должны говорить по очереди. Пусть его так. Ты винил слушал? Вот винил Конечно, слушал? слушал. Вот это виниловое звучание, это просто это дичь какая-то. Мало кто из поклонников Басты оценил этот фиток. Правда? А потому что у него база поклонников, такие пацанчики на девяточках, такие, ты что там, братишка, что, как Симас погрызем, там, а что он там какую-то хрень снял, вот это вот. Но это вот Нет, его... ну, фанаты Басты, они уже давно должны были к этому привыкнуть. Он там на Первом канале постоянно то и в «Голосе» А как судил, же и выпускной? у Галкина там в Баста гостях. Ему просто разносторонний норму артист. заплатили, вот и все. Он накидал, я люблю тебя, ты меня Мне нет, кажется, вот если бы ответ, ему не и всё. нравилось, он бы не делал. Это 100%. Это не тот человек, которому заплатили, он вот Ой, это я сделал. тебя умоляю. Русский шоу-бизнес не продажный, все ради идей. Нет, просто некоторые тоже комментаторы считают, что лучше бы Бондарчук сам встал за режиссерский пульт и снял бы также вот прям чистый ремейк клипа Ветлицкой 92-го года. Да. Есть и такие вот умники. Вот, да, хороший Старый фильм. конь борозды не испортит. Это ты кого сейчас старым конем назвал? Басту или Бондарчука? Мне кажется, это просто, ну, как я уже сказала, абсолютно коммерческая история, и сделано это было для хайпа. Для кэша. Потому что Паулина очень резонансный сейчас персонаж, который кто-то ее недолюбливает, кто ее осуждает. Мы все помним историю с разводом, всех это шокировало, это было Да? не так Все? давно. Вы помните? God damn it! Я не знаю, кто эти операции вижу. Только не делайте вид, что вы не знаете, как Бондарчук разводился. Я смотрел это в «Пусть говорят», я Ты же не вспомнил. знаешь подробностей, кто на самом деле кого увел и бросил. Ну, я не говорю этого. я знаю. Многие даже не поняли, что это вообще... А, то кавер. есть восприняли как новое, да? Да, мне кажется. Кто там, 2099 года рождения? Думаешь? Нюшка, тебе виднее. Давайте посмотрим на Ветлицкую. Я уже тоже давно не пересматривала, честно скажу. Просто этот Она клип же там в купальнике, у меня все в дела. ДНК. Да, она прям такая. Давайте сравним. Давайте вот это вот интернет Поливалова устроим. Давайте. Да, место, пошло. Let's go. Другое дело Вот это стиль. Очень круто. Вот это стиль. Там еще будет какой-то сумасшедший саксофонист, по-моему. А вот он, теперь вроде его Баста. Это клип про то, как снимали клип. Да, бэкстейдж. Они снимали, поняли, что бэкстейдж круче, чем сам клип. И он даже получился круче, чем который сейчас вышел. Да, реально, да, по Это атмосферности. получше как-то. А это боди или купальник? Это принципиально?
Вот это стиль. Здесь чувствуется душа. Понятно, с кого. Вот именно вот в том кадре чувствовалась душа. Чувствуется, что вдохновились они на то время творчества Мадонны. Но посмотрите, как это снято. Но тогда Даже только до стало 90-х. всё Сейчас, подожди, можно, договорю. понимаешь? Для 90-х это клип. Согласна, очень крутой, согласна. Я теперь понимаю вообще, почему Баста появился в клипе этой Поляны или какой там... Паулины. Паулины, простите, да. Я понятия не имею, какая ваша Паулина, прошу прощения. она везде, да? Теперь я поняла, почему Баста в ее клипе, потому что он заменяет саксофониста из клипа. Или танцора, оригинала. или Вот того и всё. танцора, Да. который Играл попой на рояле. Не, ну у Ветлицкой это все стильно, это все здорово. Плюс, как было правильно ранее сказано про сексуальность, у Ветлицкой сексуальность прям такая изнутри, ее настоящая, естественная. А у Паулины такая, такая наигранная, подождите, там уже как-нибудь. категории Сейчас разные. хреново. Значит, на момент съемки в этом клипе Наталье Ветлицкой было 28 лет. Про что я и говорю. А Паулине Андреевой 27 сейчас. А выглядит она старше. очень И взрослая. это не то, чтобы некрасиво, это красиво. У нее просто очень черные брови, очень серые тени и очень белые волосы. Она выглядит, конечно, очень так... В плане макияжа это очень глаза режет сильно. Но я понимаю, что у них просто выбора не было тогда. Злобные зрители, голосуем! Стоп, оценочки нормальные. Это так прошло, мне кажется, так где-то на среднем уровне. 4 воздержались, 3 против. Опять злобные зрители поставили оценки клево. Па-па-пам-пам-пам-пара-пара. Йоу, здорово, братва, это тачка на прокачку. Мы сегодня приехали к одному челу прокачать его точилу. Звоним. Чё, мэн, покажи свою тачку, где там она? Тачка у тебя, конечно. Айо, братва, мы сделали тачку нашего дружбана, хоть это было и непросто, потому что тачка была реально. Мы ждем его, чтобы наконец-то выручить новую машину. А вот и он. Здорово, ты что, ты готов? Конечно! Это что, шутка? В смысле? Все, братва, это была тачка на прикачку с вами я! Be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up. Есть люди, которые легко заводят друзей, легко заводят толпу. На тусовку! И нравится абсолютно всем. Дженна Гамильтон точно не из их числа. Это ненормально, хочешь, чтобы про нее говорили. Но если не везет с популярностью в школе, то повезет в любви. Или нет? Никто не должен знать, что ты мне нравишься. Да, вы на задней парте. Я не поднимала руку. Почему-то люди все в комментариях под этим клипом пишут: ну, наконец-то, наконец-то Иракли вышел в онлайн. Давно что-то его не было слышно. А в это время музыкант выпускал клипы, все у него было в порядке. Но вот ощущение того, что давно его не было, очень многих не покидает. Посмотрим, не зря ли Иракли вышел из тени. Посмотрим его клип онлайн вместе со злобными зрителями. Сразу нет за прическу у бабы. Достаю из кармана секреты и держу, я зажав их в ладонях. Музыка прям действительно хайповая, неплохая. Качает. Прям рванул, да, онлайн-пространство. Похоже на работу Impel the Beats. Тот, кто LJ пишет минуса. Кто знал улицу? Арбат старый. Это Арбат. Все москвичи, никто не понаехал. Точки кофе пил. Ой, я знаю эту бабу, она из ЮКБ и очень хочет Вам не в кажется, телек. что это Иракли Мне кажется, возьмет? это она за клип заплатила 100%. да? Я отвечаю, да. Погружаясь в глобальные сети, только взглядом случайно
Ну, ребят, шутка В заехала. клипах по деньгам звонят нигеры, а здесь по банану. Я тебе больше скажу. В нормальных клипах звонят по телефону, который рекламируют, как бы. Кто писал сценарий вообще этого? О, как мило. Но это рассчитано на старшее поколение, ребят. Это вот на 30+. Какой? 68. 30 плюс у нас старшим поколением стал? Когда? Тут даже я прослезилась, ну, ребята. Видно же, что человек меняет вместо смотри, телефона у него сейчас она банан. снимет, и мы все узнаем, Возвращает кто это. фотографию ребенка, видимо. Ну что, чувак, вспомни, у тебя кроме дел есть дети. Неужели? Вау! Есть. Неожиданно. Огонь! Не ожидали вы такого финала? Вот это да! И смотрите, там все такие, да ладно! Оно закончилось, ура! Слушайте, можете хлопать в любом случае, каждый своему. Концовочка. Давным-давно уже не видела таких добрых клипов, которые вообще просто заставляют чувствовать. Ну, вот даже та же самая бабушка. Или то, как ребенок вместе с мамой. Пусть это слащаво-ванильным вы можете назвать, но это такие добрые истины, которые необходимы каждому человеку. Мы видели уже. Ужасно банальный сценарий. Я не согласен. Так вот, ужасно банальный сценарий. Таких клипов миллион. Снято отвратительно. Вначале вот это ботоксное чудовище с кудрявыми волосами, которое таскается по всему клипу. Непонятно зачем. Вот с такими щеками, вот с таким носом. Ой, просто, вот зачем, я не понимаю, зачем они все засоряют интернет. У каждого артиста наступает в жизни такой момент, когда вот у нас вот с этим плохо и проблемы в шоу-бизнесе, что как бы все, надо заканчивать. Да, либо нет, уходи мы красиво. тянем, мы снимаем этот клип, по идее, да, они взяли там камеру, пошли на Арбат, попили кофейку, погуляли и сняли клип. Бюджет минимальный. Ничего не произошло, дешевая спекуляция просто Да. вот на этих бабушках. Я согласна, То это есть, уже, это отвратительно. ну, как бы, я понимаю, что меня держат за идиота. То, Это что я должен отвратительно увидеть прямо. бабушку такой... Только люди почувствовали что-то такое настоящее, сразу же начали напрягаться. А чё вы докопались нет, до я не хочу видеоряда? почувствовать. Когда настоящее, я молчу и плачу. Не, ну в целом это полное, вот честно, потому что снято ужасно. Я так на iPhone могу снять и сделаю это круче. Это, во-первых. Во-вторых, видео это как бы один вопрос. Песня, что с песней, что? Монотонность. Где Вова Чума, где вот это вот все были офигенные Какой песни? чума? О чем вы говорите? Я говорю о том, насколько песня засядет в голове. Я даже не помню мотив уже. Самое ужасное, что я вот, смотря клип, я просто не поняла, не услышала и не поняла, о чем песня. То есть песня просто такая проходящая. Ну, я не разобрала слов. Я как бы... Короче, я не знаю, о чем песня вообще. В плане съемки, в плане в целом клипа, это просто непрофессионально. То есть такое нельзя вообще показывать по телевизору. Может, у нее денег нет, что ты докопался? Для Ютуба пойдет. Дело в том, что... Спасибо, наконец-то. Дело в том, что... Вас не заткнуть. Да просто попытался высказаться. Но бабушка очень трогательная. Я вам отвечаю, я заплакала. Послушай, У меня по вот поводу слезы бабушки, выступили на тут глазах. проблема с бабушкой. Так, Никита гонит на Ниночку, ну-ка давай. Бабушку не трогай. Я сейчас объясню. Проблема с бабушкой в том, что она бабушка, и это точно так же, как в театре. Если пустить кота, кот всех обыграет, потому что это кот. Там была еще собачка. То есть это запрещенный прием, который они тут использовали, и все Это не бабуля, купились. понимаете? Три вещи, когда ты можешь вытянуть какое-то действие. Это старики, животные и дети. И они все здесь Все было. Песня на втором месте в iTunes, а вот по просмотрам клипов 1,2 миллиона просмотров. 1,2 миллиона просмотров. Может, Стаса Михайлова. Все можно купить, это дешево, я блогер, я знаю. когда он был выложен? На самом деле. Мне понравилось. Я, говорит, можно сделать дешево, я блогер, я знаю. Вот можно на самом купить. деле это Дай честь. Мать, за честность. За честность. Короче, я, честно говоря, вас послушала. Просто у меня с Ираклием был разговор следующего содержания. Я говорю, дружище, ну... Зачем, да? Ты это снимаешь? У нас как получается? Когда мы понимаем, что здесь есть что обсудить, мы отдаем клип злобным зрителям, и дальше уж ты не обессудь. Готов услышать? Он сказал, готов. Оценки 12 злобных зрителей к клипу «Иракли» онлайн. Дорогой, ни одной оценки за Гамарджоба Геноцвали. Ты уж меня извини. Но, да, 10 против и 2 воздержались. И ни одной оценки за. А с другой стороны, ну правда, это же злобные зрители. Я еще вас в самом начале программы предупредила. Люди так себе.
У нас следующий на очередь тоже довольно интересный клип. Это называется «Каждый найдет для себя что-то интересное». Вот я думаю, что Мария оценит этот клип с той точки зрения, что артистка в нем снялась ньюд, абсолютно без мейкапа. Честно, я не очень верю в то, что такое вообще возможно. Конечно, нет. Но глюкоза утверждает, что именно так оно и было. Глюкоза! Это что сегодня, живые мертвецы, что ли? Надеваю свитер, прикрываю раны. Я вдыхаю город, где темнеет рано. Сети паутинки. То есть кругом бомжи, а у нее смартфон, вы понимаете? Мы не дочитали книгу без закладки. Постапокалиптичный. О, все! Вот здесь вот все, провал. То есть до этого было прям еще какой-то, да, надежда что была? это опять начать? Ты стал мне друга, и вот этот попсовый мотив, как он... Наш телек, просто там такое обилие вот этих вот всех, все накрашены, у всех волос к волоску. А здесь Да что вы увидев- до майка домотаете? Разруха, она тоже светлое. очень прилизана. Вот Увидев серьезно. светлое все равно лицо Это фейк, ее, сразу когда они чекается. вот на этом пляже. Это Я как бы максимально так, натурально. о, а ничего. Ну как-то, не знаю, меня даже, смотрите, мы замолчали и мы стали смотреть. То есть это клип про наркоманию. Она махнула свой смартфон на дозняк, чтобы вмазаться. У нее поперли блески изо рта. И ей кажется, что она в Кронштадте на пляже с какими-то непонятными несколькими мужчинами, которые мерцают. Жесть! Это женский клип. Ну, я не знаю, давайте с женщины начнем. Это ты сейчас... да, нет? Ну, Тебе просто, как? ну, не знаю. Во-первых, по поводу мейка хочу сказать, что мы вот тут так скептически относились к этому. Слушайте, сейчас такие косметологи, девушки выглядят прекрасно без мейка. 40 прям это вообще новые не 20. поспоришь. Вот это, да? А у нее было видно даже вены на лице, когда брали крупный план. Когда брали глаз. Да, серьезно. Все вот эти декорации, это все круто, замечательно. Она бежит такая в колготочках подранных, такая в свитере. Типа, тут у нас просто апокалипсис, а я вот волосы успела завить. Да что за бред? И слова вот этой песни, они не чекаются вообще с началом клипа. Со второй частью, да, может быть. Но с первой это такая попса, а тут такой хаос происходит. Что за бред? А И мне голос нравится. этот ее скрипучий, вот этот «Иди спал мне другом». Зато... Ну 10 лет одно и то же, эй! Алло. Даже больше. Зато она будет... 2002 года. Блестки красивые. Вот смотри, она будет запоминаться. Это не Новая хит. песня попсовая. Это не Я хит. тебе не говорю, что это хит. Я имею в виду вообще... Глюкоза, в принципе, все Я тебе песни больше какие-то скажу, это ровненькие, проходняк, невнятные. прям такой хоп, и все. Ну не настолько проходняк, насколько Наташа, «Мурашки», что с тобой? например. И даже сам трек у него хороший бит. Он вот качает, он машину поставил так, чтобы вообще все выключить, и поехал. Нет, там раздражающе. Вот это. Ну вот смотрите, какие разные клипы Иракли вот сейчас снял вот в наши годы. И этот человек. понимаете? Да, понятно же, ни одного старика. Где они на пляже, надо было бабушку рядом посадить. Да. Все такие, боже, И собака. И собака бежит к И они такие, плед, возьми, бабушка. Да, ну, можно не было надо». кошечка. Оценки клипу «Глюкозы». Ваши злобные зрители? Real talk. 7 воздержались, 3 против, но 2 все-таки за. То есть есть здесь люди, с кем еще можно договориться в этой студии. MTV. Боже мой. 3, 2, 1. С этой татухой меня арестуют. Всем здорово! Погнали! Итак, вы попадаете в прошлое. Что это за дом? Это дом 90-х. Они забрали наши мобилы. Вы шутите? Перематывай. Как это работает? Извлечь? Ты едешь домой. В доме начинается хаос. Я не люблю неуважение.
С меня хватит. Это лучшее десятилетие. Кто хочет выиграть смартфон? Я, конечно. Тот же. самый, о котором мы все подумали. Да. Потому что следующий клип — это как бы квест. То есть надо Разгадать. его разгадать. Причем там подсказок, ну, я не знаю. С одной стороны, их много, а с другой стороны, я попробовала вчера раза 3 на ночь глядя, у меня не получилось. Да ладно, так что остался я без хорошего смартфона. А у вас свежие молодые мозги. Напрягите их, пожалуйста. Посмотрите, значит, внимание на экран. Мотор. Твои глаза все открывают, твоя печаль выдает твой страх. Зачем молвишь, я и так знаю, твое тепло подает мне знак. «Призрак в доспехах», часть 10. Я не боюсь, я улыбнусь, и знаешь, я не боюсь, знаю, ты рядом, Вот это очень красивая штука была. я сомневаюсь, как много лет ты убегаешь от себя. Не думай, я не испугаюсь, и свой секрет ты принес. Сплошной набор спецэффектов просто. Вот куча всяких каких-то этих... Нет, перебор на самом деле. Перебор. Серебряный И в плане мячик. Нюши он типичный. Вот шаблонный клип Нюши. У нее постоянно в каждом клипе какие-то танцы, какие-то спецэффекты. Значит, чувак, следишь за творчеством? Ну, приходится, потому что телек-то смотрю и как бы... А там тебе от этого навязывают, не- навязывают. От этого не убежишь на самом деле. Как бы. Визуально клип крутой. Симуляция реальности, как они бегут в эти капсулы, у кого-то они закрываются, потому что у них заканчивается время, кто-то не успевает вырваться из интернета. И она потом переходит в реальный мир, там у нее парень настоящий, а не вот эти эмоции, где она им, например, пишет там, я с вами Или никуда не это пойду. чертоги разума, а? Фигня. Андрюха, давай, жги. Если мне нравится музыка, если мне нравится клип. Это намешано. Вот наши не умеют плагиатить. Но если ты откуда-то Не знаю. что-то тыришь, да Что там такое? куча подростковые Интерстеллар, книги. Прибытие, Трон. Еще, дополнив тебя, фильм «Время», если я не ошибаюсь, с Тимберлейком, да? Там у них... Там на запястье. Ну, они решили А тут прям на не руке. копировать один в один. Они решили что-то изменить, поэтому сделали на ладони. Не, ну суть прикольная, но я не О, да ладно. Стоп! Молодец. Стоп! Ничего Но себе. песня, почему поют, ну, практически монотонно? Да, Ты как офигенная певица песня. У поешь. тебя глюкоз только что монотонно пел. Она заседает в голове, это главная цель попсы. Она засела. На мой всё, взгляд, всё. это артистка, Нету которая мелодичности. выросла в своем стиле. Я помню просто раньше ее клипы, там было прям откровенно. А это хороший клип, он качественный, он прям, но он не напрягает, хотя это видно, что как бы это копия 100%, но она не бесит. Я говорю, это артистка, которая выросла в своем Нет, стиле. То есть она- есть она очень артисты, талантливая, которые в это своем да. стиле деградируют. Ну, может, она удачно вышла замуж, и все, и жизнь изменилась. Но что касается вот подсказок, вот были там люди в черном вот эти вот Капюшон, балахонах, она только что. Да, у них были смайлы, то есть постоянно, то есть какие-то смайлы, может быть, это какие-то, не знаю, какие-то Да, это отсылка к смертные комедианту грехи, из что-то вот, может «Хранителей». быть. Смертные грехи, Какой-то, так-так. Может быть, это то, Я что не люди знаю, вот. постоянно в маске ходят и не знают, кто они на самом деле по-настоящему. Ну, еще просто Но сейчас- она не боится этого. Слушайте, как же люди хотят смартфон выиграть, а? Они даже готовы. Просто очень круто, когда есть задание какое-то. Еще никогда так внимательно злобные зрители клипа не смотрели. А Стас, ты может прав. быть, то, что Нюша сама в своем мире, и она не... Ну, то есть рядом с ней, возможно, что-то разрушается, люди как бы действительно меняются и постоянно Можно я скажу? под воздействием. Как я это понимаю? Девушка идет на свидание с парнем. Есть куча сомнений, Нет, да? она там не то, что не на свидание это всё идет, в башке. он просто- Можно? Нет, вы сначала... Мне кажется, это... Так, подожди секундочку. Так, твою версию приняли. Давай, Никита. Это самое, мне кажется, от начала и конец мне очень понравилось. Это прям киношно и по-американски смотрелось. А вот это то, что в центре, мне кажется, это социальная сеть. То есть все это социальная сеть, а в начале это жизнь. В начале и в А конце мне это жизнь, мне кажется. напомнило
корабль из фильма «Район номер 9» с тараканами. Район номер 9. Сейчас там вылетят и тараканы и начнут... И все не поймут, о чем речь. Мне очень понравился клип по поводу вот символов. Вот сейчас как раз на экране вот этот момент, когда он попадает в реальную жизнь, где нет телефонов, где нет вот этих смайлов, и показан контраст, как на самом деле. И еще очень хороший цветовой контраст, потому что вот в вот этой параллельной реальности в соцсетях Сейчас я скажу. очень все мрачно, и вот этот неоновый, опять же, свет, который раздражает. Он не раздражает, он просто... Ну да, это мейнстримно уже, вот. Мне просто они купили большой пак эффектов и думают, блин, ну дорогой, нужно все повставлять туда, понимаешь? Это де-факто клип передает один момент. Вы вот, если смотреть, это момент, когда она ехала на скейте, споткнулась, упала на парня. Но вот этот момент, вот эта доля секунды... Фильм начало! Фильм начало! И он опять нашел какой-то фильм в своей башке. Латентный фанат Нюши. Да. Это неправда, честно. Ну что, проголосуем? Да. Давайте. Давайте. Что, никто, ни одного? Никто, ни одного против, да? Нет, хотя, знаете, давайте вот так вот, чтобы не было так сразу. Да ладно. Мне не нравится, отстой. А я, знаете ли, не боюсь. И знаете почему? А мне нечего бояться, потому что оценки клипу Нюши злобные зрители поставили следующее. 10 за, 1 против. У нас есть один такой альтернативщик. И 1 злобный зритель воздержался. Если у нас предыдущие представители жанра уже, так сказать, в шоу-бизнесе давно, то эти девушки недавно выступают вместе. Называются они «Две Маши». Дуэт всего 2 года. Вжух. Время никого не ждет. Время никому не верит. Опять девушка без макияжа, кстати. Она, мне кажется, никогда его не носит. Это отсылка к ЛГБТ-сообществу. Моя жизнь рулетка, вдруг повезет. Иногда непонятно, почему этот ход. Сегодня жарко мне, а завтра лютый холод. Без любви меня пожирает голод. Город, сколько времени нам нужно, чтобы открыть все двери. Я по-прежнему верю, мы — это время. Пока песочные часы продолжают бег. Любовь — лучшее, что умеет человек. Можно я выйду? Время, время лечит. Время, время летит куда-то под небом. Вот это классно спето! Меня до мурашек тронуло. Скажи. А это значит, что есть вокал, да? Время летит куда-то под небом. А крылья свободы за нами. Бабу, все, что надо. Собака, кошка, бабушка, дети. Все, это дети. Время никого не ждет. Время никому не верит. Ну, с точки зрения музыки, это самая крутая Да, это композиция. очень круто, серьезно. Прям вау, найзец. Битмейкеру ставлю плюс. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Это true, я этому верю. Это убедительно. Слушай. Вот что самое главное. Отправляемся вперед. Эта дорога нас изменит. Бабушка! Здесь нет спекуляций, что прям... Вот так должен был бы выглядеть клип Иракли вот с той идеей. Если бы он его снимал качественно, то же самое, та же идея, те же бабушки, те же кошки, те же дети, но насколько офигенно. Только чуть дороже, да? Гораздо красивее, больше У Иракли просто не А было у денег. Ираклия была какая-то штука, а у девушек душа, ты смотришь их в глаза, и там что-то есть вообще за этим всем. А клип не намного дороже Ираклия, мне кажется, не намного. Он, если не дешевле. Я такие стихи лет в 13 писал. Слушай, послушай, Ну-ка, песня давай, «Люблю», там давай, стихи такие. Когда мне в детском садике... нет. Номер 8 раздаются голоса. Когда в школе безответная любовь, я такой, блин, время лечит. Ну, не знаю, ты Возьму говоришь, что за это андеграунд, плечи. Мне было скучновато, потому что, я смотрю, я понимаю, девочки молодцы, что они сами все это делают, они как бы несут свое настроение, но... А вокал? И вокал хороший, но просто я бы, наверное, не досмотрела клип такой. Я как человек, занимающийся саунд-дизайном, могу сказать, что если туда добавить толику причесанного пост-металла, чуть
утяжелить звучание. Это будет европейский саунд. Это зайдет не только в Россию. Вот. Звучит-ка вообще вот прямо нет, вот просто нет, никогда, нет, не делай этого, это ужасно. Захотелось сразу это выключить, это первый момент. Текст окей, вокал хороший, клип может быть, но меня смущает следующий момент. Вот на них смотреть не хочется. Они не артистки, они не выразительные, они не интересные, они выглядят не очень, честно Но скажу. так было задумано, И я не понимаю, мне зачем. кажется. Да, задумано, в смысле это шоу-бизнес. Если ты хочешь быть артисткой, давай, пожалуйста, Почему не работай. все- не Они все обязаны абсолютно краситься и пустые. быть яркими, Нет, они не выразительными? андеграундные, Почему? они именно пустые. Они никакие, они пресные, они постные, они неинтересные. Все. А мне понравился единственный вокал, вот бридж прикольный у трека, например. Вот, ну больше ничего здесь Не нельзя додавили отметить. они Да, бридж. вот просто харизмы никакой. Я тоже согласна, что очень красивый тембр голоса у Маши, но для меня самое главное, есть у меня мурашки или нет. Это красивая картинка. Ну да, я так сужу по своим Не, это ощущениям. эстетично очень. И Зацепило. это красивая картинка, но честно вам скажу, я уважаю их творчество, но я бы не остановилась, ну, честно. Слышишь, ну, Эльмир, ты по себе-то всех тоже не суди, потому что у тебя другие представления о вокале, другие вообще возможности Ну, мы твои. высказываем свое личное мнение. Я просто хотела попросить Эльмиру о маленьком мастер-классе. Какая твоя любимая оперная ария? Мы же ведь живем в режиме кроссовера, и сейчас многие оперные арии становятся вполне себе популярными. Мне очень треками. нравится Норма Беллини. Жги. Норма! Нет, давайте я тогда спою то, что мне по голосу. Давай, потому что Норма Беллини это по голосу Монсеррат Кабарье, в общем-то. Да. Как мы ее знаем. И Мария Каллас. Тайна В тебя я Чебота. тоже верю. Не-не-не. Так, друзья, Эльмира Калимуллина выступает. Ты у нас заслуженная артистка Республики Татарстан, да? Боже, Да? Иди, все, иди сюда. Посол чемпионата мира по футболу. А я буду петь Хабанеру Кармен. О! Злобные зрители такого еще не слышали. Ми-ми-ми, надо распеться. L'amour est oiseau et rebelle que nul n'a peut apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle celui qu'on vient de refuser. Rien n'est fait, mais laisse prière et parle vienne, s'il vous plaît. C'est l'être que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour. Браво! Можно выставить оценки Эльмире Калимуллиной? Это будет вот так. О, огонь, пушка, супер, супер. А теперь, в общем, после этого можно и двух Маш оценить. Злобные зрители голосуют. Ух ты, гляди-ка как. В принципе, оценки неплохие. Одна Маша, которая так и не стала у них третьей, против. 4 воздержались. И 7 за. Че, норм? Есть люди, которые легко заводят друзей, легко заводят толпу. На тусовку! И нравится абсолютно всем. Дженна Гамильтон точно не из их числа. Это ненормально, хочешь, чтобы про нее говорили. Но если не везет с популярностью в школе, то повезет в любви. Или нет? Никто не должен знать, что ты мне нравишься. Да, вы на задней парте. Я не поднимала руку. Боже мой! 3, 2, 1. С этой татухой меня арестуют. Так, теперь сосредоточились. Лучший и худший клип программы выбираем. Я считаю, что худший клип — это, безусловно, Иракли, потому что он абсолютно бессмысленный, беспощадный. Там непонятно, кто что поет и зачем они это делают, непонятно тоже. Я считаю, что худший клип это у Ираклия на сегодня, потому что очень банальные были показаны кадры, скудно, неинтересно, да я и песню толком так и не понял. Худший клип из того, что мы смотрели, это «Мама, прости», это Ираклий. Я считаю, что худший клип
клип на сегодня — это Ираклий, потому что это жуткая нудятина, которую я с трудом смотрела до конца. Совершенно банальнейший сценарий и сюжет. И песню я просто не услышала. Ни слова не услышала. Не было, как будто бы ее так смазано все. Ужасно. Мне тоже не понравился клип «Ираклия», вот, потому что было заметно, что человек, возможно, нет бюджетов, либо не было времени, и решили на быструю руку сделать. Я не люблю так. Это плохое отношение к своему творчеству, потому «Ираклия», наверное, худший. Я считаю, что «Ираклий» может лучше, я его очень любила в свое время, и я расстроена. Самый для меня неинтересный клип – это клип «Ираклия». К сожалению, я не запомнила ни музыки, ни мелодии, ни слов. И я не понимаю, с чем ассоциируется трек. И, точнее, даже клип не смог вытянуть песню. Ираклий, это стыдно. Я хочу обратиться к тебе. Ну, правда, сейчас снимается столько всего, и мы даже не про спецэффекты, мы просто про какой-то смысл. А получилось как-то убого, пусто и непонятно. Я хочу, чтобы ты подумал над этим. Я, к сожалению, тоже вынуждена присоединиться, да, ко всем, потому что, несмотря на то, что был хороший посыл, и я понимаю, что это добрый клип, и меня очень тронула бабушка, но, тем не менее, все равно все вместе, но, к сожалению, действительно, на сегодняшний момент было слабее всего, что мы здесь видели. Клип пустой, не запомнился ни сам клип, ни песня. Вообще «Ираклия» сейчас делают по-другому. Посмотри. Нормальное дело, нормально будет. Ираклий, сорян, но клип, к сожалению, отстой. Это очень непрофессионально, и это неуважение к себе и, соответственно, к зрителю. Радио «Калич». Радио с отстойной музыкой. И следующий трек «Ираклий Персхалава». Это антиреклама? Ты же не знаешь, как трек... Я даже забыл, как трек зовут. Это жесть. Ну все. Мне наступит гамарджоба полная, мне кажется. Потому что сейчас на моих глазах клип моего приятеля, рождение которого как артиста я наблюдала какие-то годы назад. Клип «Ираклия онлайн» отправляется куда? Значит, выбираем лучший клип программы сейчас. Баста и Паулина Андреева, они сделали действительно стильный, качественный, популярный продукт, как они и хотели. Две Маши. Время лечит. Не думал, что я это скажу, но мне понравился, я считаю, лучший клип — это «Глюкоза». У меня такие смешанные чувства между клипом Басты и Нюши. Но так как мы оценим в совокупности, то, наверное, Баста с Полиной больше круче, потому что там и музыка, и стилистика, и клип мне в совокупности больше понравился. Я сама удивлена тому, что сейчас скажу. Клип Нюши. Потому что это было качественно, это было красиво, это было динамично, это было просто круто и с отличной при этом еще идеей. Если выключить звук, например, хотя песня тоже прикольная, да, то было бы ощущение, что я смотрю какой-то американский крутой блокбастер. Настолько классно снято, реально молодец. Если честно, никогда не любила Нюшу, но мне понравился ее клип. И я выбираю его как лучшие первые кадры Blade Runner. Я просто обожаю его. И потом были какие-то отсылки к проектам, но согласитесь, проекты крутые. Ты вообще мозг свой задействуешь, когда ты их вспоминаешь. И я считаю, что это классно, качественно. Нюш, ты прям молодец. У Нюши хороший продукт, как вот ее все альбомы, ее все треки, они такие, они качают. И остальное меня не особо раскачало, а под Нюшу мне хотелось танцевать. Мурашки были у меня, во-первых, и от музыки, и от текста, когда я посмотрела клип Нюши. Это новое. Это не взаимствовано, как там, допустим, у Басты и у Паулины, да, у Ветлицкой, то, что было придумано. Это новое, это качественное, это то, что нравится, это то, что хочется смотреть. Мне понравилось два клипа. Мне понравился все-таки клип «Глюкозы». Были вопросы, но в целом это все равно, это красиво, это привлекает внимание. И клип Нюши, безусловно, А тоже надо выбрать один. Нет, понимаешь, я бы тут с удовольствием всем бы разрешила голосовать, как им нравится, но... тогда небольшой перевес Нюши. Самый крутой клип на сегодняшний день — это клип Басты и Паулины Андреевой, или как ее там зовут, не помню. Я все-таки, давайте, буду за музыку. Две Маши. При должном хорошем продакшене, чуть-чуть, если изменить язык на английский и подачу, еще более агрессивную политику вести, то, мне кажется, Нюша это на европейский рынок спокойно зайти может. Посмотрите на эти 115 килограммов бруталити. Только что этот милый фанат, так сказать, немножко другой музыки, этот человек только что проголосовал за Нюшу.
Еще не такое случается у нас на программе «12 злобных зрителей». Кстати, нельзя обвинить злобных зрителей. Вообще ни в чем, я считаю, их нельзя обвинить. Я вот, например, ими горжусь. Правильно. Потому что они говорят, что думают. И ничто на них повлиять не может. Даже, возможно, какие-то подозрения, которые, возможно, закрались в их светлые головы. Иными словами, за клип Нюши было отдано всего 6 голосов, а все остальные люди голосовали за другие клипы. Но, иными словами, первое. Победителем сегодняшнего выпуска программы «12 злобных зрителей» объявляется клип Нюши! Вау! Между прочим, у Нюши уже был один крупный успех на MTV. Она однажды стала лучшим российским артистом. И вручила я, и помнится, статуэтку аж на сцене главклуба. Интересно, а помнит ли об этом сама Нюша? Вообще-то, это же была Europe Music Awards. Да, это была MTV EMA, и мы тебе тогда вручали фейковую статуэтку. Ребята. Потому что твоя настоящая пришла потом. Ура! А вы меня узнали? Андрюха ждал Ираклий, обломался. Ну, единственный человек, когда я зашла, я подумала, что она посмотрела на меня, я думаю, блин, она меня сейчас узнает. Но мы знакомы, видишь? Я просто не знала. У меня просто есть такая функция, я смотрю, но я вообще поляны не вижу. Нет, но есть еще Маша, у которой на лице написана мысль, которая, в принципе, и правда такова. Как мейкап меняет людей? Скажи. Да, хотя Челка. Нет, мне кажется, человек... Я не знала, что сделать, чтобы меня не узнали. Единственный, честно, момент, когда меня не узнают, это вообще без мейка. Но я не могла так прийти, потому что, ну, все равно это съемка, и я должна же по улицам ходить, так, чтобы меня не трогали люди. Надо сказать, Нюшин клип вообще не очень. Мне вообще не понравился. А я сижу и думаю, кто она? Кто она такая? Один раз был случай, фастфуд, вот, где я подхожу к кассе, я, по-моему, третья стояла, ну, в очереди, и молодой человек, который выдавал сдачу, я вижу, что он меня узнает, и он такой, ну, бывает реакция у людей разные, и он такой, Нюша! Я такая, где? Нюш, вопрос у меня к тебе. Этот поход был для тебя полезен? Так, Конечно. вот, по-артистически, Я что ты для себя вообще, услышала? на самом деле, очень самокритичный человек, и артист, и девушка, поэтому я люблю, когда люди высказывают свое мнение настоящее, да, и причем, само собой, они не знают, что кто-то их слушает, поэтому я вот часто друзей очень прошу. Наверное, друзья — это те люди, которые могут по-настоящему, ну, правду сказать в лицо. Ой, да? не все такие. Конечно, Да, ну, не все друзья, но я стараюсь именно таких друзей держать вокруг себя, потому что, ну, блин, мне кажется, это важно, как там в отношениях, в жизни, так и в, я не знаю, элементарно там в стиле. Если там подруга поправилась, надо ей сказать, что она поправилась, да? Ну, то есть как-то, ну, либо сказать, ну, слушай, ну, в общем, я за правду. Вот, поэтому все, что вы сегодня сказали, спасибо вам большое, это очень полезно для меня. Ура! Это были 12 злобных зрителей, старые, добрые, но, как вы видите, совершенно новые у нас тут на программе. Ох, что происходит! Так что следите за нами на MTV.